Наша задача создать свой собственный форум при хостинге InWeb24. Заходим в бэк-офис. В бэк-офисе нам представлены разные сервисы. Так, выбираем сервис. В разделе сервисов мы должны пройти вот за $39.99 по этой пиктограмме. Нажимаем на него. Открываются нам вот такие вот сервисы. Мы выбираем InHosting cPanel. Жмем на этот маленький прямоугольничек. Открывается нам страничка, где представлены разные подразделы cPanel. Они вот настройки, почты и так далее. Мы должны пройти в раздел доменов. Вот он. Выбираем субдомены в этом разделе и создаем субдомен. В данном случае мы его называем таки форум. Здесь выбираем сайт, куда мы хотим его пристроить. В данном случае у меня он zipday.in. Ну и понятно, что все файлы будут стекаться вот по этому корневому каталогу. Создаем. Жмем на кнопочку «Создать». Таким образом мы создали субдомен. Он называется forum.zipday.in. Идем назад. Субдомен мы создали. Так, проходим теперь в Home. То есть нам нужно попасть опять в cPanel. Теперь домены нам не нужны. Мы его закроем. И вот теперь мы проходим в раздел базы данных. В разделе базы данных нам нужно открыть мастер баз данных MySQL. Здесь открывается окошечко. Шаг первый. Создаем форум. Название базы данных у нас user 1360 форум. Идем дальше. Жмем на следующий шаг. Вот мы добавили базу данных. Теперь создаем имя пользователя. То есть пользователя базы данных я оставляю то же самое имя. User 1360 форум. Ну и, конечно же, мы должны придумать свой собственный пароль. И этот пароль желательно записать, чтобы не забыть. Так, создали пароль. Теперь жмем на следующую кнопочку «Создать пользователя». Ну и вот таким образом мы сейчас создали пользователя и создали базу данных. Идем дальше. Вот этот пароль, который я тут зачеркнул, чтобы он, конечно, естественно, не был виден, но он у вас появится, и этот пароль вам нужно будет записать. Дальше мы отмечаем галочкой вот этот вот чекбокс. Выделяются все остальные квадратики. Идем дальше. Следующий шаг. Все, на этом наша работа в мастере баз данных закончена. Возвращаемся обратно в cPanel. Теперь мы базы данных закрываем и идем опять в раздел доменов, субдомены. Здесь мы видим, что вот наш субдомен созданный, он вот он. И нам теперь нужно пройти в корневой каталог документов. Вот эта маленькая пиктограмма домика, мы на него и жмем. Открывается такой диспетчер файлов.